Здравствуйте, меня зовут Шакиров Ирлан. Я ученик 10 А класса МАУ СОЖ номер 7 города Туймазы. Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны, это война. Грохот орудий, свист пуль, всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Благодаря стойкости и мужеству нашего народа нашей Родине удалось выстоять и победить. И вот идет уже 8-е десятилетие после победы в Великой Отечественной войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за тот подвиг в кровавой схватке. Когда мне предложили участвовать в научно-исследовательской работе, мысленно я уже знал, что буду изучать судьбы своих прадедов, участников Великой Отечественной войны, Фараха Хамзы Закаревича и Шакирова Камалдина Шакировича. В истории Великой Отечественной войны можно найти миллионы судеб, более героических, чем их военная судьба. Но мне дороги именно они, поскольку их жизнь и война – это история моей семьи. Так родилась и тема работы «Моя семья – частичка победы». Тема актуальна тем, что позволит глубже осмыслить величие нашей победы. Помните и чтить своих предков, которые, не жалея жизни, защищали родную страну, родной дом. Цель работы заключается в создании сборника «Семейная книга памяти». Изучив судьбы моих прадедов, Фарахова Хамзы Закаревича, участника Великой Отечественной войны, вернувшегося живым, и Шакирова Камалдина Шакировича, павшего в годы Великой Отечественной войны в боях за Родину. Для достижения цели нам предстоит решить ряд теоретических и практических задач. Они представлены на слайде. Объект исследования – биография прадедов. Предмет исследования – история жизни прадедов. В качестве гипотезы мы выдвинули предположение, что чем дальше от нас страшные годы войны и все меньше ее свидетелей, многое может остаться неизвестным, непонятным и просто забытым. Каждая фраза, сказанная ветераном, фрагмент военной хроники, архивный документ, боевая награда, помогает сохранять в памяти события военных лет. В своей работе мы использовали теоретические и эмпирические методы исследования. Теоретическую и практическую значимость работы посмотрите на слайде. Базой исследования послужили родственники, родители, одноклассники МАО СОЖ номер 7 города Туймазы. Изучив сохранившиеся документы и архивные и литературные источники, мы узнали. Сегодня во всемирной сети интернет накоплен огромный материал по всем вопросам Великой Отечественной войны. Это дало возможность по крупицам, переходя из сайта на сайт, восстановить боевой путь каждого из прадедов. Мой прадед Фарахов Хамза Закаревич родился 15 марта 1924 года в деревне Тугаряк Шаранского района в многодетной семье колхозника. Призван на фронт 18 августа 1942 года. Он попал в 45-й стрелковый батальон 2-й стрелковой роты в составе 73-й стрелковой дивизии. 30 августа 1942 года принял военную присягу, после чего был направлен под Сталинград. Он участник Великого сражения, битвы под Сталинградом, в составе 211-го Басаргинского гвардейского стрелкового полка. Следующим величайшим сражением, в котором участвовал мой прадед, это битва на Курской дуге. Долгожданную победу прадед встретил в Польше в звании ефрейтора. Война закончилась. Не возвращаясь домой, прадед продолжил срочную службу в рядах советской армии и только 13 января 1948 года был демобилизован. Всю жизнь жил и работал токарем в родном колхозе до 70 лет. Его не стало 10 марта 2003 года. Мой прадед Шакиров Камалдин Шакирович родился в 1901 году в селе Верхний Сардык Кандринского района, участник гражданской войны. До начала войны прадед был председателем колхоза в своем селе. У него была бронь председателя, то есть он имел право не призываться на службу, а приносить пользу в тылу. Отказавшись от брони в начале июля 1941 года, его призвали в армию. Сразу был определен стрелком в 257-ю стрелковую дивизию под командованием полковника Дьяконова Анатолия Александровича. Впоследствии 257-я стрелковая дивизия входила в состав 3-й ударной армии. Мой прадед Шакиров Камалдин Шакирович оставил свой след в истории Великих Луг. Это город, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных кровопролитных сражений. 16 сентября 1942 года при обороне Великих Луг погиб мой прадед. Мои прадеды – участники великих сражений. Это солдаты с большой буквы. Для меня они герои. Они одни из тех, кто внес свою лепту на пути к победе. Я горжусь ими. В эмпирической части исследования мы проделали следующую работу. Посетили историко-краеведческий музей, мемориальный памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Татар-Луканово, где на одном из обелисков выбито имя прадеда Шакирова Камалдина Шакировича. Провели беседы с родственниками, записали их воспоминания. Провели опрос и выяснили, что у школьников ограниченные знания и представления о событиях Великой Отечественной войны. Результаты опроса оформили в виде диаграммы. Провели классный час с презентацией работы.
после чего у многих ребят появилось желание выяснить, есть ли в их семьях родственники, участники войны, и создать свой сборник. Выпустили сборник «Семейная книга памяти» и решили продолжить исследования. Возможно, кто-то еще из родственников был участником Великой Отечественной войны или имел к ней непосредственное отношение и сможет занять почетное место в нашей книге. Это будет данью памяти героям нашей семьи. В сборнике вы можете полностью ознакомиться с биографией каждого из прадедов. Таким образом, поставленные задачи нами решены. Цель исследования мы достигли. Гипотеза исследования нами проверена и полностью подтверждена. Проходят годы, зарубцовываются раны, нанесенные лицу человечества, но не заживают раны, нанесенные сердцу человечества. Пусть наша память учит нас добру, миролюбию, человечности, и пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу перед ними. Мы помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны. Помним, какой ценой он добыл победу, сохранил для всех нас язык, культуру, обычаи, традиции и веру наших предков. Свою работу мне хотелось бы закончить словами четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова. Я призвал бы также нашу молодежь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать военный опыт, собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные даты и славные имена. Но особенно важно помнить, среди вас живут бывшие солдаты, относитесь к ним бережно. Бывший фронтовик не станет вам жаловаться, не та закваска характера, будьте сами предупредительны, не оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что они сделали для вас в 1941, 42, 43, 44 и 45 годах. Спасибо за внимание.